Здравствуйте, уважаемые старокулаткинцы! Сегодня, в век информационных технологий, человек не может представить свою жизнь без смартфонов, планшетов и персонального компьютера. Прогресс не стоит на месте, и поэтому правительством Российской Федерации был разработан и утвержден портал государственных услуг. Так что же представляет собой портал государственных услуг? Портал государственных услуг рассчитан для того, чтобы граждане могли получать электронные услуги, не выходя из дома, то есть через интернет. Какие же услуги там мы можем получить? В данный момент наиболее популярные услуги – это оформление заграничного паспорта, поставить на учет автотранспорт, снять с учета автотранспорт, получить водительское удостоверение. То есть незарегистрированные жители Старокулакского района не смогут получить водительское удостоверение, например, поехав на спас, так как это требует портал государственных услуг. Только после регистрации на портале государственных услуг вы можете снять с учета автотранспорт, поставить на учет автотранспорт, а также получить водительское удостоверение. Также на портале можно посмотреть налоговую задолженность, пенсионные свои накопления и другие многие услуги. Для того, чтобы зарегистрироваться на портале, вам необходим паспорт и СНИЛС. О том, как зарегистрироваться, расскажут на следующем видеоролике. Получение государственных и муниципальных услуг можно получить на портале государственных услуг. Теперь вам не нужно тратить время в очередях. Достаточно зарегистрироваться на портале госуслуг. Процесс регистрации у вас займет не более 10 минут. Рассмотрим его подробнее. Шаг 1. Предварительная регистрация. Перейдите на портал государственных услуг и нажмите в правом верхнем углу кнопку «Регистрация». На данном этапе необходимо заполнить всего 3 поля – фамилию, имя и номер мобильного телефона. Если данные заполнены корректно, то нажимайте кнопку «Зарегистрироваться». После этого идет этап подтверждения номера мобильного телефона. Введите комбинацию из цифр, высланную вам на мобильный телефон, и нажмите кнопку «Подтвердить». На следующем этапе нужно будет придумать пароль для доступа в ваш личный кабинет, и поэтому крайне не рекомендуется использовать простые пароли, а также разглашать его третьим лицам. Поздравляем, предварительная регистрация завершена. Для того, чтобы вы смогли полноценно использовать функции портала. Шаг 2. Ввод личных данных. Для ввода и подтверждения своих личных данных необходимо войти на портал государственных услуг, для чего указываем номер телефона и пароль, придуманные на прошлом этапе. Личные данные необходимо заполнять внимательно и аккуратно. Для заполнения всех полей вам понадобится паспорт и номер СНИЛС. После этого необходимо направить данные на автоматическую проверку. Для перехода на следующий этап нажмите кнопку «Продолжить». Шаг 3. Проверка введенных данных. После заполнения формы на предыдущем этапе указанные вам личные данные отправляются на автоматическую проверку данных в Пенсионный фонд России и Федеральную миграционную службу. Обычно процедура длится несколько минут, но может продолжаться и до 5 часов. По окончании проверки на ваш мобильный телефон поступит СМС с результатами проверки, а также состояние отобразится на портале. Шаг 4. Подтверждение личности. Подтверждение личности возможно, обратившись лично с паспортом в администрацию Старокулаткинского района, в многофункциональном центре, первый этаж, кабинет 110 или отдел информатизации, кабинет 219 на втором этаже.